Сотрудники Североосетинского отряда специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний успешно выступили на Кубке мира по пауэрлифтингу. Рафаэль Буклов и Сослан Елоев стали абсолютными чемпионами в своих весовых категориях. Их успех удивителен, учитывая то, что пауэрлифтинг в нашей республике еще не развит. Наши спортсмены выступают на престижном турнире уже не в первый раз и возвращаются на родину с медалями. Пауэрлифтинг в нашей республике особо неизвестен, потихоньку развивается в Центральной России. В основном этот вид спорта перешел к нам из Америки издавна. Потихоньку президент Федерации его поднимают. Уровень на сегодняшний день не такой высокий, но я надеюсь, что в ближайшее будущее приравняется к другим видам спорта, как вольная борьба, дзюдо и так далее и тому подобное. Соревнования проходили в городе Сочи и собрали свыше 500 участников из разных стран мира. Подготовку к турниру осетинские силовики начали за 2 месяца до их начала. Жим лежа, приседания и становая тяга. Вот комплекс упражнений, формирующих силовое троеборье. Найти время для тренировок удавалось с трудом. Помогло руководство. Начальство тоже поддерживает, в плане чего освобождают. Перед соревнованиями там за месяц, за 2 бывает освобождают, по возможности. А если возможности нет, то сами как-то выходим с этого положения. Там после работы сразу пошел, позанимался. Это нагрузки дополнительные, но все равно как-то выходим, находим время для занятий. Параллельно с Кубком мира в Самаре проводился Всероссийский чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по дзюдо. В нем также принял участие сотрудник осетинского спецназа Давид Абаев. Однако из-за полученной травмы он не сумел в полной мере выложиться на татами. Несмотря на повреждения, ему удалось завоевать бронзовую медаль. Приехал, сразу спросил, как вот ребята там выступили. Было приятно, конечно, что пацаны оба стали первыми. Это очень приятно бывает, когда с кем ты работаешь, твой товарищ побеждает на каких-либо соревнованиях. У сотрудников УФСИН большой опыт участия в подобных соревнованиях. И несмотря на то, что каждая победа дается нелегко, спортсмены выкладываются на все 100. Артем Болотаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ.